это нормально, когда христианин реагирует на то, что происходит вокруг него. Меня схватили, начали бить дубинками, вторым ярусом меня закинули в синенький бусик, и мне уже там стало плохо. И врачи говорят, ну, надо вызывать скорую, увозить его, потому что может умереть. Самым сложным для моей семьи, наверное, была вот эта ситуация, когда я не пришел домой. Сразу же запаковали после первой отсидки, положили лицом в пол, руки, наручники сзади, и повезли так, чтобы никто из моих родных не увидел, что происходит. В нашей стране, в Беларуси, рассчитывать можно только на чудо, на помощь Господа. Вітаю, сябры! З вами традыцыйна Валярына і новы сезон майго аўтарскага праекту «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў дапамозе, і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. Ствараючы маленькія цуды адзін для аднаго, у выніку мы ствараем вялікі цуд нашай будучай вольнай Беларусі. За час існавання праграмы мы, дзякуючы вам, нашым гледачам, дапамаглі больш за сотні наших герояў. Сярод іх як і сем'і палітвязняў, так і рэпрэсаваныя беларусы. З Беларусі, Украіны, Грузіі, Літвы, Польшчы і іншых краёў. Вы бачыце толькі маленькую частку нашай працы на экране. А насамрэч гэта пастаянная камунікацыя, стэлефаноўванне, ліставанне з нашымі героямі і з тымі, хто хоча ім дапамагчы, з вамі, нашымі гледачамі. Мой герой сёння былы палітвязень Сергей Мельянец. Шматдзетнага бацьку і хрысціянскага прапаведніка арыштавалі вясной 2024 года у мінскім гарадскім судзе, куды ён прыйшоў малітоўна падтрымаць Ігора Карнея, каталіцкага журналіста. Агулам Сергей быў на дзесятках судоў над вязнямі сумлення з малітоўнай падтрымкаю. Пасля ён трапіў на Крэсціна. Агулам у зняволенні Сергей правёў 25 содняў. Яму і жонцы пагражалі крымінальнымі справамі, а таксама аддаць органам апекі іх 7 дзяцей і зруйнаваць дом. Мужчыну збівалі, катавалі электрашокерам, у яго ледзь не спынілася і так хворае сэрца. Але Сергею удалося эвакуявацца з Беларусі ў Польшчу. Давайце паглядзім ягоную гісторыю. У меня большая семья. Мы сначала и не планировали, что у нас так все будет. Сначала это все было так стрёмно немножко. Начинали учиться, как быть хорошими родителями, учиться друг друга тоже любить и уважать. Вот. А потом как-то я сейчас не представляю, как может семья быть меньше. Для меня это просто счастье, что у меня такая большая семья. Старшего зовут Ваня, ему 21. Интересный парень, который увлекается графикой компьютерной. Он закончил полиграфический колледж. Вот, много читает, интересуется различными научными всякими штучками. Потом у нас есть Богдан, ему 19. Он парень яркий, который любит, чтобы на него обращали внимание. Он любит свой развивать канал, у него несколько каналов, пытается даже использовать свое увлечение для того, чтобы как-то и ребят в церковь приглашать. Вот, потом идет Антонина, Тонечка, ей почти 17, вот, очень любит готовить, добрая, любящая, послушная девчонка растет, классная. Потом идет у нас Амадей, у него такое музыкальное имя, поэтому он очень к музыке тянется, любит сам. Мы ему подарили синтезатор на день рождения, он зависает с всякими мелодиями. Потом у нас идет Доминика, ей 11. Очень умная девчонка, ей больше всего нравятся аудиокниги. Потом у нас Евангелина, ей 8. Она за сестрой тянется, тоже слушает аудиокниги, любит рисовать. Давид, ему 6, но он с Амадеем постоянно тусуется. Очень любит Лего играть, очень любит настольные игры со старшими. Ну, такая вот семья. Мои дети любят друг друга, и я так благодарен Богу, что они практически и не ссорятся. Я помню, когда я был в детстве, у нас постоянно какие-то были войнушки 2 на 2, потому что у меня еще 3 брата. А здесь 7 детей, и они как-то все друг другу помогают, друг друга любят, о друг друге заботятся.
Я думаю, что самое главное все-таки семейная ценность – это любовь и как-то уважение друг к другу. Это нормально, когда христианин реагирует на то, что происходит вокруг него, на какие-то события, на то, что транслирует власть. Ну, в 2020 году появилось больше вариантов, чем можно заниматься, чем можно помогать людям. И мы приехали с моими 3 братьями рядом с концертным залом Минск 10 августа. Просто с моими 2 братьями решили помолиться там. Мы не планировали участвовать в процессе, не хотели ходить в колоннах, но мы просто хотели молиться и быть где-то рядом. И только мы приехали, минут через 10 на нас напали в черном. Получается, что меня схватили, начали бить дубинками, вытащили из машины брата. Я в машине брата сидел. Вот, кричали, что вы здесь делаете, кто организатор. Я говорю, мы просто собрались помолиться, они меня не верили. 2-м ярусом меня закинули в синенький бусик. Там уже лежали люди на полу, а меня 2-м ярусом. Ну, это долгая история. Там пытали шокером, пытаясь получить другие ответы. Я говорю, что я могу вам сказать? Я не хочу обманывать. То, что есть, то есть. Мы приехали молиться. По итогу меня в автозаке завезли в Ленинское. Там у них была такая площадка за их зданием. 3-метровые огромные стены кирпичные с колючей проволокой, и там были гаражи. Вот прямо в эти гаражи подвозили автозаки, разгружали, били нас, пока мы бежали. И мне уже там стало плохо. После шокеров, после того, как мне там обезвоживание организма или что еще, там стресс. Вот. И сердце у меня было больное. И там странно, но присутствовала скорая помощь прямо на территории вот этой вот огороженной. И меня туда завели, и врачи говорят, надо вызывать скорую, увозить его, потому что может умереть. 10 августа практически ночью вывезли оттуда, с этой территории, а все остальные ребята, которые со мной были в автозаке, они остались там со скованными руками, со стяжками сзади на бетонном полу в этом гараже, а меня вывезли. Вот после этого, конечно, мне было тяжело куда-то идти, что-то делать, но когда пошла новость, что христиане собрались на площади Свободы, я понял, что я не могу сидеть дома, я должен быть там. Я пришел туда через несколько дней и начал туда ходить постоянно. То есть каждый день, почти каждый день, на протяжении 4 лет. У меня была идея, у меня было много идей, но одна из идей была в том, что я могу хоть чем-то помочь узникам совести. И эта помощь заключалась в том, что я могу прийти и побыть рядом с ними. В тот момент, когда их судят несправедливо на суде. Я был на десятках судов, и понятно, что это всегда было опасно. И моя жена, и мои родственники, и все беспокоились за меня. И говорили, что это сумасшествие, так не надо делать, тебя просто схватят, ты точно, добром это не кончится, эта идея. В конце концов, я решил прийти на суд к Игорю Корнею, узнал об этом, он католический журналист. Вот, это было 19 марта, и это было с утра, 10 утра, и я решил, успею к нему, а потом еще успею, может быть, низких ребят поддержать. Я там полчаса посидел, понимаю, что уже время, надо бежать на троллейбус, чтобы ехать в другой суд. Выхожу из дверей, а меня: так, задержитесь, молодой человек, паспорт отдавайте, телефон разблокируйте. Самым сложным для моей семьи, наверное, была вот эта ситуация, когда я не пришел домой. Моей жене было сразу понятно, что случилось. Какое-то время они никак не могли узнать, где я, что я, понятное дело, им не сообщали. Следующий этап — это когда к нам пришли с обыском, и моей жене начали задавать в очень агрессивной манере вопросы, заперли ее в зале, 4 КГБшника. Вот. Это было страшно для нее стресс, и она очень до сих пор переживает. Да там все было страшно. Страшно то, что непонятно, чем закончится эта история. Когда живешь в цивилизованной стране, где работают законы, ты можешь на что-то рассчитывать. В нашей стране, в Беларуси, рассчитывать можно только на чудо, на помощь Господа. Меня сначала осудили на 13 суток. Просто формальный повод нашли, это мое стихотворение в Инстаграме с картинкой, там пахнет шабор. А потом не дали даже выйти за ворота Окрестина, сразу же запаковали после первой отсидки, положили лицом в пол, руки, наручники сзади и повезли так, чтобы никто из моих родных не увидел, что происходит.
Они даже не знали, что меня вывезли. В конце концов, мне дали еще 12 суток за то, что я типа матерился и размахивал руками. Я им говорю, слушайте, ну я не матерюсь и вообще по жизни. Я верующий человек. И руками стараюсь не... Дайте хотя бы я вам листочек со стола скину, чтобы был хоть какой-то формальный повод, чтобы я мог себе в своей совести сказать, что я что-то сделал, и я тогда распишусь в протоколе. Потому что в первом протоколе я расписался, а во втором он говорит, будешь подписывать? Я говорю, нет. Он подходит ко мне сзади и со всего маху ногой в туфле зарядил по внутренней части бедра, сюда, в левую ногу. И уже хотел еще дальше избивать, а тут девушка какая-то из их отдела пришла, и он говорит, ну ладно, тебе повезло. Короче, меня посадили еще на 12 суток, и уже были допросы КГБ-2, и уже обыск прошел в доме, я был почему-то, думал, что уже все, посадят. То, что задержание папы, это было крайне неприятным происшествием, и было крайне неприятно. И в колледже из-за этого меня вызвали к специальному человеку, который там начал рассказывать, там порядка 2 часов рассказывал про то, что это нацисты, то, что все это неправильно, то, что не надо так делать и так далее. Это тоже было такой травмирующий немного опыт. И потом была также угроза того, что меня могут уже вызвать в КГБ. И прям за пару дней до того, как это должно было произойти, меня как раз-таки и вывезли из Беларуси вместе с семьей. Понятно, что эвакуация это тоже было отдельным эпизодом Божьих чудес, как Бог нас охранил во время дороги, как Он посылал людей, которые о нас позаботились, и по итогу мы прилетели в Варшаву. Опять же, нашлись люди, которые помогли нам на первое время с жильем. Появилась какая-то одежда, появилась еда. В любом случае, самый острый вопрос, который постоянно на повестке дня вставал и сейчас продолжает быть, это где жить. С учетом того, что украинцев очень много здесь, цены на жилье очень сильно поднялись, и его не так много стало. Плюс поляки, они стали выбирать, проводить чуть ли не конкурсы, кто будет жить у них в квартире. И когда ты говоришь, что ты готов прийти с 5 детьми, потому что старшие живут сейчас отдельно в своей комнате, там сняли, придешь здесь с 5 детьми жить, и тут приходит еще кто-то, у него, например, 1 ребенок или без детей. Понятно, что они предпочтение отдают тем, которые без детей. Понятно, что если у кого-то есть возможность подсказать квартиру, часть дома, где мы могли бы жить, это было бы здорово. Потому что мы сколько раз не ездили, не смотрели, не пытались договориться, не получилось. По работе это было бы здорово, конечно, тоже подсказать, потому что мы сейчас, у нас не было возможности работать официально сейчас по ряду причин, поэтому мы искали подпрацовки, подработки. Я умею готовить, я могу заниматься детьми, я водитель. Дети тоже все готовы работать, даже младшие. Все думают, где бы им что-нибудь заработать. Я был менеджером по продаже ролет в Минске. Можно сказать, всю трудовую жизнь этим занимался. Может, и здесь где-нибудь найду себе применение. Приехав в Варшаву, я, конечно же, сразу начал думать, где я могу послужить. И я и в Беларуси ничего не зарабатывал на том, что я проповедую, участвую в какой-то церковной деятельности. Здесь я тоже сразу нашел несколько церквей, которые были недалеко от того места, где мы жили. Договорился о том, что я приду к молодежи, расскажу о себе, спою песню, проповедь подготовил. Потом пошел в следующую церковь, тоже договорился, сказал проповедь. Я рад, что есть возможность и в Польше заниматься какими-то добрыми делами. Я не все и не везде афиширую то, что я делаю, но, слава богу, была возможность и в лагерях помочь ребятам, была возможность какие-то продуктовые моменты помогать людям. Была возможность там съездить в интересное место, там церкви дали домик какой-то на берегу озера, и он требует какого-то ремонта, там еще чего-то. И мы буквально только приехали в Польшу, я узнал про эту возможность послужить, договорился, и мы с сыном поехали туда, и там целый день под дождем пилили, строгали, резали, там что-то делали. Короче, помогли людям. Я думаю, что это нормально. Это просто христианский подход к жизни, когда ты замечаешь не только свои нужды, но и нужды, которые есть у людей вокруг, и пытаешься им помочь.
Калі вашае сэрца кранула гісторыя Сяргея і яго сям'і, то нагадаю, што яны маюць вострую патрэбу ў дапамозе з жытлом і працай. Калі вы хочаце падтрымаць іх, лістуйце да нас. Гэта можна зрабіць з любога пункту свету, публічна ці ананімна. А галоўнае, памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і радзіма.